Плохо. А где у нас? Дай копье. Одно. Кто будет плохо себя вести, будем накалывать. Это история любви, это история доверия друг к другу. Ну-ка еще разок. И раз, два, три, четыре. Вы так не сделаете. Нет, стоп. Художник-постановщик спектакля Максим Обрезков, главный художник театра Вахтангова Москвы. Хотелось сделать такой некий синтез грузино-восточно-турецкого колорита. Должна быть такая сочная, живописная картина получаться на сцене. Спектакль «Без слов» она заключается в том, чтобы и костюм тоже что-то рассказывал зрителю, так как мы не можем сказать ни одно слово, да, куда мы перенеслись, то есть, все без слов. Поэтому изменение цветового фона, палитры, костюмов – это тоже некое действие, некое какое-то взаимодействие и какой-то посыл зрителю. Восточный зал. Вообще сама площадка, когда я впервые увидел, как-то произвела на меня какой-то прям вау-эффект. Мне кажется, что как раз зал и дал свое, как говорится, направление, потому что все равно в сказке есть это блюдо, этот поднос, да, и как бы сцена круглая, оно как бы само собой натолкнуло на мысль, что нам надо работать с кругом. Зал сложный, конечно, безусловно, для выстраивания композиции, партитуры спектакля. Это непросто. Вот. Уже какие-то пробы на сцене. Я понимаю, что это еще предстоит нам все пройти. Каждое ваше движение – это преодоление, да, физическое преодоление. У нас возникает и круг, как арена вокруг самой сцены, у нас возникает кольцо, которое висит над этой сценой, у нас возникает луна одна, луна другая на сцене световые, поэтому вот как бы у нас все рассчитано на круг, на кольцо. Я думаю, что именно вот эта атмосфера круглого зала с этими манистами на стенах создает какую-то еще дополнительную атмосферу именно для этого спектакля. Конечно, важен результат, как без этого, но процесс для меня интереснее. Вот, держи его. Вот между вами центр. Результат тоже будет достойный, я более чем уверен. Результат — это ты уже как бы к нему приходишь, потому что тебе нужно прийти к результату. Но самые прикольные вещи и какие-то неожиданные какие-то придумки рождаются именно в процессе здесь, в репетиционном зале.